Здравствуйте, это программа «Интервью» и я ее ведущий Даниль Байков. И у нас в гостях проректор Бухарского государственного технического университета по науке и инновациям из Узбекистана, доктор экономических наук Аслидин Низамов. Аслидин Бадридинович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что вы уже успели посетить в рамках визита и посещения нашей республики? Мы приехали в Уфу по приглашению Евразийского НОЦ Республики Башкортостан. Это есть ответный наш визит. Месяц назад профессора уфимских университетов побывали у нас в университете, они читали лекции, проводили семинары. И мы вот приехали участвовать на выставке «Нефть, газ, технологии 2025». Получили огромное впечатление, конечно, высокие технологии увидели. Мы посетили офис Евразийского НОЦ Республики Башкортостан, наметили большие у нас сейчас планы развития сотрудничества между уфимскими университетами и нашим университетом. Также мы сегодня вот утром посетили Уфимский государственный нефтяной технический университет. Аслидин Бадридинович, давайте по порядку. Вот во время посещения Евразийского НОЦа Межвузовского кампуса, что вас привлекло? В первую очередь, конечно, деятельность НОЦ. Это очень нужная структура, обеспечивающая интеграцию университетов с промышленностью, а также осуществляющую международную интеграцию. Мы тоже планируем в будущем сотрудничать в области повышения квалификации наших преподавателей. А по каким направлениям, расскажите? Именно обучение преподавателей разработки беспилотных аппаратов, допустим. А также с несколькими вузами мы заключили договора по организации мобильности студентов по схеме 1+3, то есть 1 год они будут обучаться у нас и 3 года в Уфимском университете. А по каким направлениям, расскажите? В данное время мы согласовали по направлению нефти и газа. И конкретно с Уфимским государственным техническим университетом, нефтяным университетом. В дальнейшем мы также планируем сотрудничать по организации летних школ. Как вам известно, Бухара является туристическим городом. Летние школы позволят не только расширить свои знания по профессиям и посетить именно предприятия по профилю, но и все это совместить с экскурсиями в древней часть Бухары. То есть у вас синтез науки и туризма, да? Да, Интересно, можно так сказать. Интересно. Можно так сказать. А вот вы еще говорили, газнефтехнологии вы посетили, а вот что там вы представили? Вы, насколько слышал, даже доклад там готовили. Расскажите, о чем? Доклад был на конференции, доклад на тему международного сотрудничества университетов Узбекистана и Республики Башкортостан, а также интеграция с производством. В докладе мы озвучивали наш опыт сотрудничества с производством
А также очень интересные, я послушал доклады, тоже, значит, по развитию международного сотрудничества. То есть это своего рода промышленная кооперация и синтез производства, я имею в виду, и еще вузов, получается, Да. вузов Башкортостана и Узбекистана, да? Да. Дело в том, что очень много компаний Российской Федерации функционируют в Узбекистане, в частности, в Бухарской области. Это «Лукойл», в первую очередь. Мы готовим кадров для этих предприятий. Поэтому интеграция не только идет между вузами двух стран, но и между кооперациями тоже. Вузы и корпорации. И это, как я полагаю, не только в области нефти и газа, но и других сфер. А каких сфер, еще расскажите? Энергетика, возобновляемая энергетика, архитектура, строительство. Также мы наметили сотрудничество в области пищевой промышленности и текстильной промышленности. И это все в Уфе? С уфимскими университетами, да. А И все это с помощью Евразийского НОЦ. Да. Потому что Евразийский НОЦ, можно сказать, тесно сотрудничает с университетами, уфимскими университетами, и через них мы налаживаем контакты с ними и развиваем связь. А что подобное есть, связано с евразийским НОЦом у вас в Узбекистане? Расскажите. Конкретно такой структуры не имеется. Эту функцию у нас выполняет Министерство высшего образования и науки. Этот опыт, это было очень интересно для нас, и я думаю, что было бы полезно и у нас организовать подобную структуру. А что даст в целом вот такое вот перспективное сотрудничество в сфере науки между Узбекистаном и Башкортостаном для вас и для нашей республики? Вот в чем вы видите? Проблемы производства, я думаю, что везде одинаковые. Эти проблемы надо решать. У нас тоже вот, если взять нефтегазовую отрасль, нефтеперерабатывающий завод имеется, газодобывающие, газоперерабатывающие заводы в Бухарском регионе. И их производственные проблемы, естественно, существуют и в других предприятиях других регионов. Совместное проведение научных исследований над этими проблемами, я думаю, что даст больший эффект и достичь наибольших результатов, научных результатов. Помимо УГНТУ, что вас еще заинтересовало? Мы, откровенно говоря, 2 дня проводили на выставке. И сегодня только посетили Уфимский государственный технический университет, нефтяной университет. Следующий наш визит будет Уфимский университет науки и техники. Технологии. Науки и технологии. Ну, мы еще 2 дня здесь. Я думаю, что по программе мы посетим еще несколько университетов. Расскажите о своем вузе Бухарский государственный технический университет. Сколько лет вашему вузу и какие кадры готовят все-таки? Бухарский государственный технический университет образован в этом году.
на базе объединения двух институтов. Бухарский инженерно-технологический институт, который функционирует с 1977 года, и Бухарский институт естественных ресурсов. Около 20 тысяч студентов обучается в университете, 56 направлений бакалавриата и более 30 специальностей магистратуры. В университете функционирует 4 факультета, это сейчас после оптимизации, 26 кафедр, факультеты, технологический факультет, инженерный факультет, факультет естественных ресурсов и факультет сервиса и управления. Какие у вас впечатления от поездки в Уфу, в столицу Башкортостана? Так, в первую очередь, у нас близкие традиции, язык близкий, религия одна. И мне очень понравились люди Башкортостана, открытые, искренние. Поэтому, наверное, сотрудничество между нашими университетами, как бы сказать, легко дается. И, конечно, продвинутая наука, технология, образование, который будет полезен для бухарских университетов. Благодарю за беседу и будем надеяться на то, что все-таки прорывные технологии и, я имею в виду, новые разработки будут у нас совместно и будут разрабатывать и наши ученые с вашими учеными. Да. Будем на это надеяться. Ну, я не все открыл. Конечно, в научной тематике, сотрудничество, это все-таки немножко закрытая тема. Ну, это понятно, да. Благодарю за беседу. Все основывается на науке. Спасибо большое. А я напомню, у нас в гостях был проректор по науке и инновациям Бухарского государственного технического университета, доктор экономических наук Аслидин Низамов. Это была программа «Интервью». До свидания и до скорой встречи.